считаю, что делиться ею это самое охуительное, что можно вообще придумать. Нахуй там веселиться, радоваться, там, когда можно злиться и действительно проявлять свое истинное, так сказать, нутро. Первая песня называется «Хилида Гамапот никого не жалеет». Ребята, тут чуть-чуть волнуется, походу. Всегда сложили, на бог. Кому какой делать. Да, следующая песня будет про так называемое, ну, не знаю, молодежное течение, которое вообще у нас в мире существует. Ну, не знаю, и в том числе у нас в городе тоже. Что молодежь там любит те движения, где больше всего там можно выделиться и выделить себя, не знаю, не заморачиваясь по поводу принципов и идей, которые несут в себе эти движения. Все это полная хуйня тоже. Это, блять, ну, к этому негативно относится. Вообще ко всему негативно относится. Следующая песня называется «Бой еду, твое ли это?» Yeah.
Спасибо. Закончили про молодежные движения. Чуть-чуть скажем про движения, которые впаиваются нам, ну, сверху, так сказать. Это не совсем движение, но тем не менее они должны объединять как раз-таки жителей всей страны. Это какие-то, не знаю, духовные течения, там, религиозные. Но это тоже полная залупа. Но то, что человек должен быть духовным, не знаю, какой-то вот национальная идея, это стрёмная, которая никому никогда не была понятна. Вот поэтому хотим сейчас петь. Песня называется «Культура и духовность». Бутылка с водой была. Спасибо. Короче, я надеюсь, здесь нету нервничающих людей, потому что я сейчас собираюсь, кажется, оскорбить ваши чувства. Оскорби меня! Полностью. Следующая песня называется «Тобукартуан стоя на коленях», про то, какими хуесосами являются всякие веруны ебанутые. Yeah.
Спасибо. Спасибо им всем. Так. Следующая песня про как раз таки на тему того, зачем мы сегодня все собрались, про то, какая замечательная у нас страна, про то, как вольный человек дышит у нас в стране. У нас вообще можно делать все, что угодно, у нас действительно самая идеальная демократия, так сказать. Вообще все, что угодно. Что ты хочешь делать? Да? Ну, короче, где возможно, хочешь живи, хочешь нет, короче, ты волен выбирать. А вообще мы как бы в этой песне цитируем, кажется, какого-то западного из Европы какого-то типа, кто как-то сказал, все государства концлагеря, а люди в ней актеры. Нет, это кажется, местный проект, как сказал. Но тем не менее, песня называется «Свободная тюрьма Кемель-Хаи». Я тоже волнуюсь. Все, погнали. Спасибо. Следующая песня как раз таки тот выбор, который я до этого озвучил. То, что можно выбирать в нашей жизни. И то, как это противоречит, идет вразрез тому, что нам впаривает также власть, когда все предначертано, и как бы существует только иллюзия выбора. На самом деле, она должна быть. И очень надеюсь, она когда-нибудь у нас все-таки будет. Песня называется «Была Самогута», из чего сделана власть. Hey!
слабеньким ходом. Ему не нравится? Нравится, нравится. Ты что, Саня, заебись. На мне похуй. Ну, собственно, последняя песня, она такая, ну, самая позитивная, скорее всего, ну, добрая. Из тех, что у нас есть. Она про надежду, то, что надо все-таки надеяться на то, что не слепо надеяться на то, что все станет лучше, но если у вас и так все заебись, ну, живите так. То, что все изменится, а самому пытаться что-то сделать, чтобы это все изменилось. Ну и еще раз повторюсь, все это стабильность, все, что понимается, что все и так нормально, и ни к чему больше стремиться, все это тоже хуйня. Есть к чему стремиться, есть дохуя того, к чему можно стремиться в нашей замечательной стране, которой сегодня исполнилось 26 лет. Ебать, она молодая, да? Песня называется «Эрель». лучшим баром в городе Якутске. Тут охуенное крафтовое пиво там. Ух, кто не знает там. Ну и вообще. Лучшее место в городе Якутске. Блядь, так люблю это место. Каждый день хожу. Всем спасибо. Любите Россию, главное будьте патриотами, потому что в этой стране еще можно что-то изменить. Ну и все будет.